Сәлеметсіздер ме? Сегодня мы с вами поговорим об окончании казахского языка. В казахском языке 4 вида окончания. Это множественные окончания, көптік жалғаулар, личные окончания, жіктік жалғаулар, притяжательные окончания, тәуелдік жалғаулар и падежные окончания, септік жалғаулар. Прежде чем мы начнем говорить об окончаниях, давайте вспомним, как все эти окончания добавляются к слову. В казахском языке все окончания к слову добавляются по закону сингармонизма. Закон сингармонизма – это созвучие слогов и созвучие звуков. Давайте разберем, что такое созвучие слогов. Это если слово твердое, мы добавляем твердое окончание. А если слово мягкое, то мы добавляем мягкие окончания. Если в слове присутствуют такие гласные, как а, о, а, то это слово твердое. Например, давайте назовем твердые слова. Ана, ата, қала, остаз, қыдыру, ойнау. И к нему добавляем твердое окончание. То есть и в окончании тоже должны быть вот эти твердые гласные. Если в слове присутствуют такие мягкие гласные, как в, е, и, то это слово мягкое, и к нему мы добавляем мягкие окончания. Например, үй, көше, мектеп, ит, әке. А теперь давайте рассмотрим, что такое созвучие звуков. Это мы будем рассматривать вместе с множественным окончанием. Множественные окончания – это лар, лер, дар, дер, тар, тер. Возьмем, например, окончание лар-лер. Эти окончания следуют после всех гласных звуков и сонорных «р» и краткое «у». То есть, если корень слова оканчивается на «р» и краткое «у», то мы добавляем лар-лер. Лар к твердому слову, лер к мягкому. Например, бала лар, ана лар, әке лер, үй лер. Окончание дар, дер следует после сонорных согласных л, м, н, н и звонких согласных з, ж. То есть, если корень слова оканчивается на л, м, н, н и звонких согласных з, ж, то мы добавляем к твердому слову дар, к мягкому слову дер. Окончание тар, тер следует после всех глухих согласных. То есть, если корень слова оканчивается на все глухие согласные, то мы добавляем к твердому слову тар, к мягкому слову тер. Например, доп тар, тас тар, бас тар, орындық тар, ғимарат тар. Множественные окончания не всегда добавляются к корню слова. Давайте разберем, когда можно не добавлять окончания. В словосочетаниях, где уже выражена множественность, окончания множественного числа не употребляются. Например, бес адам, 5 человек. Көп оқушы, много учеников. 100 сөз, 100 слов. 1000 рет, 1000 раз. 5 адамдар, көп оқушылар, 100 сөздер, 1000 реттер,
Это уже будет неправильно. Окончания множественного числа не прибавляются к неисчисляемым именам существительных. Например, кант, күріш, он, шаш, жаңбыр. Канттар, күріштер, ондар, шаштар, жаңбырлар – это будет уже неправильно. А также к абстрактным именам существительных не добавляются множественные окончания. Например, бақыт, сұлулық, жақсылық, білім, ақыл. Бақыттар, сұлулықтар, жақсылықтар, білімдер, ақылдар будет неправильно. На этом уроке мы с вами повторили закон сингармонизма, прошли множественные окончания. Если урок вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, изучайте язык. Если у вас возникнут вопросы, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. На следующем уроке у нас будет тема «Притяжательные окончания». На этом все. Сау болыңыздар.